Так, ну что, народ собирается, потому что как раз начинать. Я надеюсь, сейчас начнем. У меня пока людей никого не сюда, надо сюда, можно здесь, можно мы это уже идет, поэтому не думайте, вам надо посмотреть. Вот мы подождем, когда у нас можно к столу, можно посмотреть работы. Сейчас подойдет Галина Владимировна. Сесть, посмотреть.
можно посмотреть выставку, а потом мы проведем, в общем-то, открытие сегодня в традиционном формате для педагогического сообщества в форме круглого стола. Можно посмотреть работы. Да, вы сегодня являетесь гостями Республиканского методического объединения учителей предметной области искусства. Проходите, смотрите и присаживайтесь к нашему круглому столу. Это работы работников образования, это все работы, выполненные учителями, педагогами, преподавателями. Коллеги, мы сегодня проводим мероприятие в форме круглого стола. Можно посмотреть работы и присоединиться к нам. Откроем, как подойдет Галина Владимировна. Пожалуйста, места есть, садитесь, посмотрите работы. Хорошо, что у нас сейчас в форме выставочного зала эта аудитория. Здесь можно легко походить и подвигаться. Здесь проходим здесь. Можно это у нас члены жюри. Сейчас подойдет Галина Владимировна и начнем. Нет, пока не начнем. Я думаю, что те, кто сейчас нас видит, а у нас это открытие проходит в форме трансляции. Галина Владимировна, проходите. Я вам даю почетное место, потому что вы будете представлять сюда. Да. Вы сейчас будете представлять наш новый выставочный зал в Клиро. И я еще раз напоминаю о том, что мы сегодня открываем выставочный зал в Институте развития образования. И вы сегодня, как ни странно, находясь дома, находитесь в гостях у Республиканского методического объединения учителей предметной области искусства. И мы сегодня представляем наш проект, то есть результаты, уже первые результаты нашего проекта, который называется «Педагогический вернисаж. Пути творчества». И я хочу дать первое слово, приветственное слово Галине Владимировне Кайгородской для участников нашего сегодняшнего мероприятия. Спасибо, уважаемая Наталья Геннадьевна, уважаемые коллеги, друзья. Для нашего института действительно сегодня это важное событие. Событие связано с тем, что сегодня мы открываем галерею творчества, педагогических работников. И мы очень надеемся, что именно наш институт станет такой опорной для вас методической платформой, где вы можете найти для себя именно пути развития, пути творчества, пути созидания, потому что сегодня мы понимаем, что каждый из вас включен именно в наше единое профессиональное сообщество.
красоты, профессиональной эстетики и, конечно, профессиональной радости. И, конечно, я очень рада, что Наталья Геннадьевна, возглавляя педагогов в области искусства, она именно создает и созидает. И я очень рада, что сегодня к нам подключаются муниципальное образование. Мы надеемся, что в каждом муниципальном образовании такая методическая платформа, под платформой я подразумеваю не только место проведения, а именно место, где вы можете провести какие-то встречи, вместе обсудить какие-то важные вопросы, связанные с профессиональным сообществом, профессиональной кооперацией. Поэтому платформа на самом деле, она очень такая емкая с точки зрения возможностей для коммуницирования. Поэтому я очень рада, что Наталья Геннадьевна умеет создавать, созидать. И я очень рада, уважаемые коллеги, обратиться ко всем вам, что вы присоединились ко мне, потому что я буду поздравлять Наталью Геннадьевну с очень важной личной датой. Наталья Геннадьевна несколько дней назад был юбилей. Юбилей – это тоже очень красивая дата. И наша дорогая Наталья Геннадьевна всегда именно воплощает именно символ красоты, радости и созидания, о котором я уже говорила. Поэтому позвольте от всего коллектива Института развития образования, от меня лично, поздравить вас с юбилеем. Я очень рада, что вы вместе с Институтом развития образования уже на протяжении нескольких лет действительно не только сопровождаете педагогов, но творите. Творите именно то, что сегодня именно в нашем институте сформировано именно как методическое пространство. Я очень хочу, чтобы вы чувствовали эту свободу творчества, чтобы вы понимали, что мы надеемся, что все знают, что вы лидер профессионального сообщества, что именно благодаря вам создаются профессиональные сообщества муниципальных образований. И я очень рада, что именно вы, как кандидат педагогических наук, умеете транслировать наш научный и методический опыт. Это очень важно, коллеги, поэтому я думаю, что мы готовы выйти уже на уровень и федеральный, и даже на уровень международный. Потому что сегодня очень важно научиться коммуницировать, научиться работать в одной команде, научиться слышать друг друга и научиться создавать сетевые сообщества. Коллеги, у нас это получилось. Наверное, позвольте вам вручить. Я, в принципе, дополню слова Галины Владимировны тем, что я расскажу немножко о нашем проекте. Я очень рада сегодня видеть всех коллег, потому что я думаю, что этот праздник не только мой, но это праздник и сегодня моих коллег его. И сегодня в нашем сообществе присутствуют члены жюри, которые мне уже который год помогают проводить педагогический вернисаж. Это Валерий Владимирович Торопов и Галина Нестеровна Ласкина. Просто несколько слов я скажу о том, что произошло в этом году, чтобы вы знали, на каком уровне результатов идет сегодняшний проект. И несколько цифр скажу. Значит, конкурс проводится в этом году как бы уже, я бы сказала, 10-й раз. То есть впервые у нас конкурс-фестиваль проходил в 2008 году под этим именем. И, собственно, я очень рада, что этот проект все-таки держится, и он проходит, хотя он, конечно, держится, на личности. В этом году у нас конкурс-фестиваль, у него появилась электронная платформа, то есть это электронный сайт, где педагоги сначала публикуют свои работы, а потом, собственно, идет отбор жюри, и в рамках отбора жюри мы делаем уже не виртуальную выставку, а реальную выставку, в которой могут познакомиться слушатели
и гости с Института развития образования. В этом году есть еще очень интересная здесь среда, которую я открыла пока только на платформе сайта, тем, что наш проект поддерживают педагоги и работники культуры России. Я бы хотела назвать несколько имен, чтобы вы знали, кто нас поддержал в этом году в рамках этого проекта. Рохин Владимир Афанасьевич, заслуженный художник России и Республики Коми, преподаватель Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Смирнова Наталья Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства и методики преподавания Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. Рогачев Виктор Иванович, Красноярский государственный институт, профессор, член Союза художников России, заслуженный художник Республики Мордовия. Галина Пайманова, преподаватель отделения изобразительного искусства областной детской школы искусств имени Кабалевского, город Орел. Трошкина Юлия Юрьевна и Гринькова Лев Викторович, старший преподаватель кафедры дизайн и арт-менеджмент, Донецкий национальный университет. Лысова Галина Альбертовна, выпускница СГУ 2010 года, художник-акварелист, член общества акварелистов Германии, преподаватель живописи общества русскоязычных педагогов и родителей, доцент немецкой интернациональной школы в городе Берлин и доцент немецкой школы по кафедре акварельная живопись. Художники Сыктывкара Александр Отев и Ирина Базарова Ярослав и Наталья Врублевская, Канада. То есть вот такой у нас поддержка диапазон. Я думаю, что и среди участников, зря Галина Владимировна сказала, что может быть, собственно, всероссийский и международный уровень. С точки зрения республиканского, в этом году в выставке принимают участие такие города, как Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Усинск, Орел и 3 района: Светлогинский, Каркировский, Межпогодский, 4 Кайгородский район Республики Коми. И поэтому наш проект вполне имеет заслуженное название республиканского, потому что все-таки какая-то часть районов и после близлежащих принимают участие, собственно, в нашем проекте. Я думаю, что могут принимать участие и другие города, и Инта, и Воркута, но просто надо расширять именно рекламный имидж проекта, и тогда я думаю, что участников будет гораздо больше. Ну и, собственно, что я могу сказать. Впервые мы в этом году открыли новую площадку, но у нас выставка представлена в 3 аудиториях Института развития образования. Первая всем уже известна, это у нас комната отдыха «Чайная». Я знаю, что мои коллеги уже высказались по поводу той выставки, которая там существует. У нас представлено выставочное пространство, это коридоры института возле ректората. И вот еще одна площадка, и я думаю, что эта площадка вам должна будет понравиться, потому что она создает совершенно другую среду. И в данном случае здесь представлены работы уже у участников, которые не первый год принимают участие. То есть они уже участники почти 4 или 5 вернисажей. Я потом очень кратенько расскажу, какой диапазон, но я хочу дать слово членам жюри. И, пожалуйста, Валерий Валерьевич, несколько слов по поводу сегодняшнего нашего открытия. Не всегда приятно, когда открывается что-то, не только закрывается, но и продолжается, открывается, открывается, открывается. Вспоминая первые выставки, которые были у нас, так, скромно, всегда собрали, повесили. Представьте себе, какой уровень был тогда, какой сейчас. То есть вот, если это продолжать, уровень будет расти. Вот я вспоминаю первую выставку «Мастер года», когда была. И когда принесли на вторую выставку то, что выставляли на первой выставке, ну, нечего, не работает да? Ну и тогда стал вопрос, только стремить надо, и вот тогда мы положение сделали, что каждый год должна выставка новая
уже такая ну, работа ведут. То есть она имеет престиж. Здесь тоже так. Если педагог не работает, почему он... Я своих педагогов, вот, ну как сказать, не то чтобы ленивым решением, но если ты не будешь участвовать на выставках, так сказать, что это для получится? Вот стараются кто-то что-то выпустить, здесь они представлены у меня. Вот, поэтому моих работ нет, мои работы вы видите. Знаете, когда в марте месяце будет выставка учителей учеников. Я приглашаю вас, вот, ко времени не знаю, когда будет. И вот у меня такое впечатление. Давайте работать над продолжением своих творческих способностей и своих возможностей коммуникации. Я горжусь, как у меня позавчера звонил мой ученик. Я горжусь вами, я говорю, я тобой горжусь, ты все-таки заслужил помощи. Ой, почетный и действительно член Академии, Российской Академии художеств. То есть, ты как воспитал меня, куда не я воспитал, ты сам воспитал себя. Поэтому приятно, когда твои ученики подрастают. И они кандидатами, да, и так далее. Вот. И дело в том, что и мне-то стыдно упускаться-то. Я должен чего-то делать, чтобы их больше нет, потому что они постоянно обращаются к тебе за помощью и поблагодарить или еще. Поэтому хороших учеников нам нужно и хороших учителей больше. Спасибо большое. Галина Нестеровна, несколько слов скажите, пожалуйста, потому что я знаю, что... Не то, что я знаю, вы со мной все эти 10 лет. Все 10 лет мы ставим задачу обучить наших педагогов самому профессиональному мастерству, умению изображать. Здесь, наверное, все педагоги, да, знаете, что наши научить сложно учить детей. Сейчас я готовлюсь, и она совершенно пришла из школы, но насколько очень тяжело этот рисунок головы, потому что голова и она очень ленивая. Попробуйте ее научить. Я за 4 часа увидела 2 линии. И вот я вся такая размеренная прибежала сюда и просто расскажу про вещи. Наш, конечно, тяжелый. Молока нам не дают за это, но мы сами себя поддерживаем вот такими вот, да? Я здесь еще не выставлялась, первый раз выставилась, вот, но я часто выставлялась. Жили в том доме, как называется, дом дружбы, и еще дом оба. Вот тот маленький, я часто выставлялась. Ну и что я хочу сказать, конечно, большой труд вкладывает Наталья Геннадьевна. Если она меня не шевелила, и нас всех, то я бы, наверное, не смогла участвовать. Все некогда, всех в зоопарке, всех за уши тяну. Вот. Сегодня подошла одна мама ко мне, четверокурсника. И так как у нас прошел юбилей, 75 лет колледжа искусств, который начинался с училища искусств, да? И она подошла и говорит: Галина Нестеровна, почему вас не наградили? Ну, я же основатель почти этого отделения. Вот, я говорю, ну, за то, сколько у меня было цветов, вы заметили, больше всего
бывших студентов было, конечно, у меня. Больше никто особо цветы не получил. Поэтому, мне кажется, благодарность наша должна исходить так. Не от вышки, не от начальства, а от бывших студентов и учеников. И еще раз хочу спасибо Наталье Сергеевне за ее огромную какую-то организаторскую способность, которой я, например, не владею. И поздравить ее с выставкой с очередной. Я думаю, может, не бросит нас на следующий день. Вот. И с Новым годом поздравить ее. И я отдыхаю. Спасибо всем большое. Спасибо большое. И, коллеги, я еще хочу, спасибо, вы меня поздравляете, но я, честно говоря, все это затеваю, когда делаю. А это даже не столько мне нужно, сколько это нужно вам. Я хочу сказать, что в этом году впервые в вернисаже приняли участие методисты, заведующие центром, заведующие кафедр, руководители этого нашего института. И я очень хочу поздравить коллег, это Ирину Трофимову, Татьяну Насибулину, Татьяну Поликарпову и Татьяну Кунибову, которые в этом году являются участниками нашего педагогического вернисажа. Я думаю, что мы будем расширять диапазон участников. Похлопаем, пожалуйста, своим коллегам. То есть вы не думайте, что только методисты могут работать, то есть это учителя, педагоги могут работать. Я очень рада, что наше сообщество прирастает. Я всегда говорю, что творчество, оно нужно везде и во всем. И, собственно, в завершении, то, что у нас от РГО, мы все-таки делаем только официальное представление, несколько слов чисто организационного характера, чтобы наши коллеги, которые сейчас смотрят наши мероприятия, не думали, что про них мы забыли. Дипломы участников будут сделаны, когда пройдут все серии мероприятий, которые запланированы. А у нас запланированы еще концерты. У нас запланирован еще фестиваль мастер-классов в январе. И возможно, что мы еще подготовим юбилейный концерт, посвященный 85-летию института. Поэтому это целая цепь мероприятий, в результате которого каждый из вас сможет получить электронный каталог, электронную программу. Те, кто примет участие в мастер-классе, то это будет электронное пособие по трансляции опыта. Я думаю, что вот эта целостность этого мероприятия, она должна быть оценена и на уровне республики, и не только уже, так как она оценена уже на уровне, в общем-то, КРИРО. Я вас всех благодарю, я вас всех очень люблю. Я очень вас всех обожаю. За то, что вы меня таким образом поддерживаете, за то, что вы мне так помогаете, за то, что вы меня такую терпите, которая здесь сидит вот, и постоянно вас дергает со своих мероприятий. Но я думаю, что всегда, когда среда, как Ирина Владимировна сказала, эстетическая, то это настраивает на очень позитивный лад. Коллеги, я вас всех очень люблю и с наступающим Новым годом вас поздравляю. Можно? Я о чем подумал, хотел сказать раньше, а теперь точно скажу. Есть педагоги от Бога. И у нас в республике таких педагогов есть и довольно много. Но вот они отработали определенное время, ушли на пенсию. А потом, как вы знаете, ушли, там, где-то может коллектив, а вот их не наследие надо каким-то образом поддерживать. Почему я говорю? Вот я долго бьюсь за администрацию, тебя. Здесь была у нас такая Валерия Михайловна Иванова. Скупное чутье у нее, это супер. Она лауреат международных, всероссийских и так далее. У нее богатая коллекция. А почему бы не взять? Потому что в России нет такой коллекции, такого именно нашего, местного. И не сделать хорошую методическую работу, потому что она не пишущий человек. Мы тоже, в общем-то, как бы не обладаем. Вот тут надо методистам, конечно, бы собраться и сделать хорошее пособие хотя бы. Наше местное пособие
по вот продолжению наследия, которое она оставила. Я просто не знаю, как поддерживать, не поддерживать. Поддержу только за и сама, собственно, планирую это делать. Спасибо вот центру, в котором я работаю. Они поддерживают. Я, собственно, готовлю такое пособие уже сегодня. Но я жду, конечно, какую-то информацию с мест. То есть я должна тоже сделать рекламу для своих учителей. Во-первых, для педагогического вернисажа в нем могут принимать участие не только профессионалы. Я должна еще раз подчеркнуть. Единственный конкурс-фестиваль, где могут принимать участие любые работники образования. То есть, если у вас есть какие-то работы, которые вы дома в рамках хобби делаете, то они могут стать участниками педагогического вернисажа. В этом году у нас направление было 3 направления. У нас было направление декоративно-прикладное изобразительное творчество, музыкальное творчество и методическое творчество. Так вот, в рамках музыкального творчества у нас будут композиторы, республиканские учителя, у нас будут исполнители учителя, которые нам будут показывать свое мастерство. В рамках методического творчества мы увидим работу наших педагогов, которые вас научат творчеству. То есть задача фестиваля именно научить творчеству, то есть какие-то приемы, методы дать. И этот материал мы собираем, обрабатываем, делаем методическое пособие электронного характера, и оно будет в свободном доступе, чтобы можно было это использовать. Ну и самое главное, то, что сказала Лилия Лаврентьевич, о том, что наследие известных педагогов, художников надо собирать, его надо приводить в порядок, и, конечно, одна я с этим не справлюсь. Мне, естественно, конечно, нужна какая-то помощь, поддержка. Пока сейчас я, собственно, стараюсь это делать и готовлю сборник по духовно-нравственному воспитанию в поликультурном пространстве, где собираю материал именно нашим художникам, чтобы можно было его методически предложить нашим учителям. И мне очень хочется, чтобы учителя республики, именно общеобразовательных школ, центров доп. Образования, оценили этот проект и принимали в нем активное участие, чтобы эта площадка, эта коммуникация стала площадкой для, собственно, транслирования республиканского художественного опыта, педагогического опыта, чтобы это было для всех понятно. Коллеги, если кто-то еще хочет что-то сказать в поддержку проекта, есть такие желающие? Или вы все уже устали? Вас поздравляем с наступающим Новым годом и, в общем, с этой выставкой, юбилеем. Мы очень рады, что среди нас есть такие люди, которые вносят красоту в нашу обыденную жизнь. И, конечно, заниматься какой-то аудиторией очень приятно. И я думаю, это повышает высокий статус нашего института, наших курсов. Я думаю, мотивацию занятия, потому что, конечно же, творчество людей, оно подпитывает, заряжает, стимулирует на творчество. Вам успехов, здоровья, энергии, энтузиазма, несмотря ни на что. Спасибо, коллеги. Я думаю, что мы трансляцию заканчиваем, можно выставку посмотреть, а я в свою очередь приглашаю посмотреть выставку, потому что она будет экспонироваться до конца февраля. И те, кто приедут на курсы повышения квалификации, могут посмотреть, на семинары могут эти выставки посмотреть. Они экспонируются в аудиториях 323 и 218. И я все-таки приглашаю принимать участие в наших этих творческих мероприятиях педагогов Республики Коми. Желаю вам успеха и с Новым годом. Коллегам спасибо большое за открытие. Предложение сделать ящичек, потому что мы тоже Голосование вообще-то я делала на сайте, но вот вы не заходили. Голосовать можно там. Ну, я сделаю такой ящик, то есть при зрительских симпатий обязательно должен быть из тех работ, которые экспонируются.